Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев и председатель Якутской городской думы Александр Савинов проверили ход строительства объектов образования в столице региона. На июльской внеочередной сессии Гордумы было принято решение о выделении около 350 миллионов рублей для выкупа зданий под создание дополнительных ученических мест для начальной школы. Айсен Николаев и Александр Савинов посетили корпус номер 8 в 203 микрорайоне, где идет перепланировка второго этажа жилого дома. Здесь будет создано 120 учебных мест для школы номер 33. Кроме того, они осмотрели здание по улице Кирова, 15, в котором разместится технический лицей, а первый этаж отведут начальным классом среднеобразовательной школы номер 17. В административном здании по адресу Толстого, 20 разместится 360 учеников среднеобразовательной школы номер 5. Также руководство города осмотрело 3 строящихся объекта. Это здание школы АИ Кахата на 550 мест, среднеобразовательной школы номер 6 на 500 мест и среднеобразовательной школы номер 25 на 350 учащихся. Сегодня в рамках объезда по городу Якутску мы посмотрели школы, ремонтирующиеся школы, строящиеся школы, приобретаемые школы, здания. Это очень важно, потому что для города Якутска, на мой взгляд, проблема номер один сегодня – это, конечно же, переполненность школ. И эту проблему нам надо обязательно решить в ближайшие годы. Недопустимо, когда у нас во многих школах, в классах сидит там 40 с лишним детей. Это по никаким нормам допущено быть не может. И сегодня радует то, что руководство города оно идет тоже своим путем. Они ищут различные предложения, объекты. Конечно, и республика помогает. Сейчас вот мы восстанавливаем здание, в котором многие годы учился технический лицей Алексеевой, так, и сейчас после восстановления он туда вернется, но дополнительно мы еще выселили оттуда республиканские учреждения, и после ремонта у нас там появятся дополнительные классы 17-й школы, которые у нас крайне переполнены. В 203-м микрорайоне сейчас уже завершается строительство АИ Кахата. Мы уверены, что до Нового года объект будет сдан. Прекрасный, замечательный объект. Школа остается и будет и дальше работать, как национальная школа. Вместе с тем, конечно же, есть большая потребность здесь, в 3-м микрорайоне, в другой школе. Я уверен, что строительство этой школы начнется в следующем году. Но сейчас уже город заключил договор и приобретается дополнительные площади для того, чтобы в этом году уже для жителей, скажем так, маленьких 203-го микрорайона уже классы были открыты. 4 класса будут открыты в дополнительных помещениях, которые сейчас тоже будут ремонтироваться в достаточно таком современном, комфортабельном здании, построенном в 203-м микрорайоне. 1 сентября в Якутске за парты сядут более 43 тысяч школьников. На 1 тысячу больше, чем в прошлом учебном году. Сегодня мы провели объезд с временно исполняющим обязанности главы нашей республики Айсена Сергеевича. И действительно, наверное, вот тот достаточно сложный вопрос с обеспечением ученических мест, который стоит уже не первый год. Последние годы вообще она дошла до критической, наверное, отметки. И сегодня мы видим уже готовность 60-70%. Ну, вот в автодорожном округе. Сейчас вот возле 25-й школы в Сайсарском округе. И в этом году эти школы будут введены. Но дети пойдут учиться с Нового года. Действительно, объекты строятся на совесть. Осталось, я сказал, 60% значит, готовности, 60% в среднем готовности. Я думаю, что если даже есть небольшое отставание, наши строители, подрядчики в график войдут, как они говорят. По подрядчику «Газэнергомонтаж» городская дума заложила около 517,5 миллионов рублей. Гордума не только утверждает бюджет, но и контролирует расходование средств и непосредственно ход работ на объектах.